образовательных организаций, претендующих на статус региональных инновационных площадок. Меня зовут Аверин Александр Викторович, и вместе со мной этот вебинар проведет секретарь Республиканского экспертного совета, заведующий кафедрой филологического образования Коми Республиканского института развития образования Мусанова Светлана Семеновна. И сегодня мы будем говорить с вами о порядке присвоения статуса региональной инновационной площадки образовательным программам, о деятельности РЭС, о том, как педагоги могут представить в данном случае уже непосредственно свои наработки в форме авторских программ, ну и о научно-методическом сопровождении региональных инновационных площадок и, соответственно, о тех мероприятиях, которые у нас запланированы до конца текущего года. Уважаемые коллеги, мы рады вас всех приветствовать. Если у вас возникнут какие-то вопросы, вы можете писать непосредственно в чате, либо в специальной вкладке «Вопросы». Ну, а мы начинаем нашу встречу. И я передаю слово Светлане Семеновне. Добрый день, уважаемые коллеги. Рада приветствовать вас на сегодняшнем мероприятии, которое посвящено деятельности республиканских инновационных площадок. Хочу подчеркнуть, что в настоящее время у нас действует 5 региональных инновационных площадок на территории Республики Коми. Одна из них – это общеобразовательная организация, школа номер 40 города Воркуты, и 4 организации – это дошкольная образовательная организация. Уважаемые коллеги, я хочу обратить ваше внимание на то, что активность по подаче заявок на присвоение статуса РИП значительно сократилась. И в этой связи я бы хотела, конечно, вас призвать быть активными и не бояться подать свою заявку, представить свою программу на Республиканском экспертном совете. Мы с удовольствием рассмотрим, и еще раз хочу подчеркнуть, что ничего страшного в этом нет, даже если программа будет направлена на доработку. Проявляйте свою активность, звоните, интересуйтесь. Положение о РИПах размещено на сайте Коми Республиканского института развития образования, вкладка «Деятельность», Республиканский экспертный совет. Там вы можете найти все нормативные документы, которые относятся к данному вопросу, а также за разъяснениями можете обратиться ко мне. Контакты вы увидите чуть позже на последнем слайде. Итак, уважаемые коллеги, хочу еще раз обратить внимание на регламент подачи заявок на присвоение статуса региональной инновационной площадки. Также несколько слов скажу о подаче заявок на присвоение статуса авторской программы. Итак, уважаемые коллеги, приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 19 июня 2017 года утверждено положение о Республиканском экспертном совете, кратко РЭС. Цель и задачи деятельности РЭС озвучивать не буду. Я думаю, что они понятны, что в рамках своей деятельности эксперты Совета осуществляют объективную экспертизу поступивших образовательных программ. Обязательно должна в данных программах быть осуществлена инновационная составляющая. И ваша программа должна демонстрировать именно систему развития, систему продвижения каких-то инновационных проектов в Республике Коми. Тем самым Республиканский экспертный совет своей деятельностью активизирует нашу инновационную деятельность педагогов и образовательных учреждений и повышает мастерство педагогов Республики Коми и качество нашего образования. Итак, полномочия РЭС было уже сказано. Я думаю, что все вы знаете, что РЭС рассматривает программы, которые претендуют на статус региональных инновационных площадок, а также рассматривает программы, которые претендуют на статус авторских. В рамках деятельности РЭС проводится экспертиза, предоставляется заключение в Министерство образования, науки и молодежной политики. Формируются отчеты о реализации региональных инновационных площадок и ведется банк данных о деятельности наших РИПов.
Обращаю ваше внимание, что РЭС собирается по мере поступления материалов. В этом году было проведено 2 заседания РЭС, оба они прошли в заочном формате. Члены РЭС голосовали заочно в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в регионе. РЭС принимает решения при присутствии, при голосовании не менее 2/3 всего состава. Голосование открытое. И вы, как авторы своих программ, также при наличии такой возможности можете присутствовать и воочию увидеть, как проходит заседание. Поэтому я думаю, что здесь, если есть такая возможность, конечно, ей надо воспользоваться. Итак, давайте все-таки подробнее остановимся на процедуре подачи заявки. Я думаю, что мы еще раз в памяти освежим материал, который уже я представляла в начале года. Еще раз призываю вас не бояться, быть активными. И я думаю, что вы понимаете, что процедура на самом деле не сложная. Конечно, здесь важная составляющая – это содержание вашей программы. Итак, для того, чтобы запустить процесс экспертизы, мне от вас необходимо заявление. Заявление вы подаете на председателя Республиканского экспертного совета, это министр образования, науки и молодежной политики. Как такового шаблона заявления нет, вы можете написать его в произвольной форме. Обязательно вы ставите дату, поскольку дата вашего заявления является отчетной точкой для проведения экспертизы. И вместе с заявлением вы отправляете материалы, это ваши программы, которые и будут направлены членам РЭС для рассмотрения. Еще раз подчеркну, что экспертиза проводится в течение 30 календарных дней со дня написания заявления и после того, как это заявление поступило ко мне в руки. Итак, какие решения может принять РЭС? Если говорить об авторской программе, то здесь присваивается, рекомендуется присвоение статуса. Если говорить о инновационной площадке, то здесь рекомендуется присвоение статуса республиканская инновационная площадка. Случается, конечно, редко, но случается, что и решение может быть отрицательным, то есть экспертный совет может отказать в присвоении статуса, отклонить материалы по причине несоответствия. Уважаемые коллеги, обратите ваше внимание, пожалуйста, также на техническое оформление ваших программ, поскольку, да, бывает редко, но случаи, когда технически ваши материалы оформлены небрежно, и, конечно, в таком виде я не могу отправить их нашим членам. Секретарь РЭС ведет протокол. Я думаю, что это понятно. Протокол вывешивается на сайте Коми Республиканского института развития образования. Хочу подчеркнуть, что протокол подписывает министр. То есть это официальный серьезный документ. На основании протокола готовится приказ Министерства образования, науки и молодежной политики. И приказ также вместе с протоколом размещается на сайте нашего института. Также хочу подчеркнуть, что в рабочем порядке я отправляю копии и протокола, и приказа заявителям. То есть, когда вы оформляете заявку, вы указываете свои электронные адреса, и копии этих документов вам поступают на электронную почту. С положением о региональной инновационной площадке вы можете также ознакомиться из нормативных документов, которые размещены на официальном сайте. Те, кто уже подавал заявки, я думаю, что с этим положением знакомы. Пока никаких изменений в данный нормативный документ не было внесено. Те, кто только планирует подать заявку,
буквально несколько слов, то есть необходимо вам ознакомиться с приказом Министерства образования, науки и молодежной политики от 30 июня 2017 года. Здесь довольно подробно прописано, каким образом создаются каким образом вы можете подать свою заявку, какие документы приложить. В этом же документе вы найдете приложение, в котором есть шаблон заявки для оформления. Обратите, пожалуйста, внимание на то, кто может претендовать на статус региональной инновационной площадки. Понятно, что это образовательная организация, которая успешно развивает опыт инновационной деятельности, имеет современную материально-техническую базу. Затем, конечно, здесь важна и профессиональная готовность ваших педагогов осуществлять данную инновационную деятельность. Я думаю, что здесь тоже все понятно. Виды РИПов, на них я останавливаться подробно не буду. Опорно-методическая площадка, да, зачастую большая часть заявок именно подают на этот вид РИПов. Опорно-методическая площадка. Определение вы видите, оно взято также из нормативного документа, я его зачитывать не буду. Республиканская пилотная площадка. Хочу обратить ваше внимание, что я работаю секретарем Республиканского экспертного совета с 2019 года, но на моей памяти таких заявок при мне, по крайней мере, не поступало. Поэтому будем рады, если кто-то из образовательных организаций, здесь сегодня присутствующих, подаст такую заявку, мы с удовольствием ее будем рассматривать, потому что, я говорю, для нас, по крайней мере, для моего опыта, такая заявка будет первая. Итак, и следующее – это Республиканский ресурсный центр. Я уже сегодня говорила о том, что у нас 40-я школа города Воркуты является региональной инновационной площадкой. Вот как раз-таки она представляет на своей базе, представляет свою деятельность как Республиканский ресурсный центр. Определение вы видите, думаю, что здесь зачитывать тоже нет смысла. Итак, форма заявки, о которой я говорила, вот вы сейчас ее видите на слайде. Таким образом она выглядит. Где ее найти, номер приказа я вам также уже озвучила. Где располагается этот приказ, я вам также уже обговорила. Если нужен вордовский вариант, он у меня есть. Контакты я вам позже чуть озвучу. Можно у меня запросить, и эта форма заявки, по этой форме заявки мы как раз с вами и работаем. Хочу обратить внимание, да, что с 2017 года форма заявки не менялась. Программы, которая, вот и на следующих слайдах вы видите, программа опорно-методической площадки, проект Республиканского ресурсного центра. Здесь тоже те шаблоны, которые с 2017 года не менялись, вы можете пользоваться именно ими. Еще важный документ, на который следует обратить внимание, это аналитическая справка о результатах деятельности РИПа. Она заполняется уже образовательной организацией, которая осуществляет эту деятельность. Итак, критерии оценки результатов Республиканской инновационной площадки, собственно, это те критерии, по которым наши члены Республиканского экспертного совета оценивают вашу деятельность. Я думаю, что они понятны, они абсолютно открыты, и уже сейчас вы можете оценить себя по этим критериям и сделать предварительные какие-то свои выводы, может ли ваша организация претендовать на статус региональной инновационной площадки. Сумма баллов, которая проставляется нашими экспертами, они также у нас заносятся в протокол. Это обязательно такая протокольная составляющая, на основании которой делается вывод, какому из видов РИП вы соответствуете. Обратите, пожалуйста, внимание, то есть вы тоже сами самостоятельно можете посмотреть, высчитать,
на какое из количества баллов ваша организация может претендовать. И в зависимости от того, сколько баллов вы наберете, такой статус члены РЭС вам присваивают. И это все фиксируется уже в наших документах. Направление деятельности ресурсных центров и опорно-методических площадок в 2021 году, и я уже это озвучила в начале года, оно, собственно, не поменялось. Это и этнокультурное образование, и духовно-нравственное военно-патриотическое воспитание, инженерно-техническое, и в рамках реализации, повышения качества образования в рамках реализации федеральных стандартов. Обратите внимание на данные направления. Если какое-то из этих направлений вам близко, мы также хотим вам еще раз подчеркнуть, что мы ждем вашу заявку. То есть бояться не стоит, всегда стоит попробовать, по крайней мере, если даже программа вернется на доработку, всегда можно исправить и подать свою заявку еще раз. Кратко остановимся на структуре содержания авторской программы. К сожалению, да, к моему большому сожалению, звонков поступает много, и пишут мне много, и спрашивают, каким же образом подать свою программу и быть заявителем на присуждение статуса авторской программы, но почему-то все эти вопросы, они затем куда-то улетучиваются, и в конечном итоге я не получаю от вас ни заявления, ни самой программы авторской. Я еще раз хочу обратить внимание, те требования, которые предъявляются к авторской программе, да, они серьезные. Это серьезный шаг, когда вы подаете свой материал на присуждение данного статуса, но тем не менее всегда стоит попробовать. В любом случае всегда есть возможность доработать, усовершенствовать и направить еще раз. То есть ничего критичного в этом нет. Но, к сожалению, за этот год авторских программ не поступало. Нам поступали программы по летнему отдыху, нам поступали заявки на присуждение статуса РИПа, но что касается авторских программ, таковых в этом году нет. В прошлом году 2 программы было, они успешно прошли экспертизу, успешно утверждены, и я думаю, что авторы довольны. Поэтому, уважаемые коллеги, я очень жду от вас ваши авторские материалы. Я понимаю, что у нас несколько сужено, да, мы принимаем только программы. У нас уже были комментарии, что педагоги разрабатывают не только программы, но и другие методические разработки. Конечно, мы в перспективах планируем рассмотреть и пересмотреть приказ 2017 года для того, чтобы расширить спектр тех материалов, которые могут претендовать на статус авторских. Уважаемые коллеги, на слайде вы видите, да, что собой представляет авторская программа, какие требования к ней предъявляются. Здесь, я думаю, тоже вам все понятно. Структура авторской программы, и, собственно, это те самые критерии, по которым наши эксперты оценивают ваши программы. По каждому из критериев выставляется определенная сумма баллов, которая также заносится в протокол. Порядок, сроки присвоения статуса авторской программы, они точно такие же, как и у программ, которые претендуют на статус инновационных площадок. Вы также подаете заявление на имя председателя министра образования, науки и молодежной политики. Вы также к заявлению прикладываете свой материал, и в течение 30 календарных дней эксперт рассматривает. Конечно, мы практикуем сейчас такой вид деятельности, как вы отправляете нам материалы, члены нашего РЭСа рассматривают его. Если есть какие-то недочеты небольшого характера, вы в рабочем порядке их
устраняете, и мы принимаем вашу программу уже для того, чтобы его вывести на заседание РЭС. То есть всегда есть шанс исправить до заседания и уже на самом заседании утвердить вашу программу. Поэтому я думаю, что вам стоит попробовать, нашим авторам, нашим педагогам, поскольку это все-таки стимул и для дальнейшего развития и продвижения своей педагогической деятельности. Итак, на основании результатов РЭС принимает, опять же, решение, все это заносится в протокол, сумму баллов вот на одном из слайдов вы можете увидеть, то есть максимальное количество баллов, которое может быть вам проставлено, это 12 баллов. И контакты на последнем слайде. Уважаемые коллеги, еще раз хочу сказать, что я как секретарь РЭС вас активно призываю подавать свои материалы и не стесняться, и не бояться, что они не будут годиться. Да? Конечно, надо смотреть, чтобы технически все было красиво, чтобы программу было не стыдно отправлять нашим экспертам, но и не забывать про содержательную составляющую и про наличие тех критериев, которые прописаны у нас в приказе Министерства образования. Я всегда готова ответить вам на ваши вопросы. Можете отправлять мне материалы в рабочем порядке, я их посмотрю. Если есть какие-то недочеты, мы их вместе с вами исправим, и уже после этого будем отправлять членам нашего экспертного совета. Уважаемые коллеги, если есть вопросы, вы можете их задать. Я еще раз хочу подчеркнуть, что документы с 2017 года у нас не менялись, правила не менялись, поэтому будьте активны, будьте инициативны, и мы ждем вашей работы. Спасибо, Светлана Семеновна. Уважаемые коллеги, я еще раз обращаю ваше внимание, что есть возможность задать вопросы. Вы можете это сделать в чате, вы можете это сделать непосредственно в специальной вкладке. Итак, как вы поняли из выступления Светланы Семеновны, мы для того, чтобы присвоить образовательной организации либо программе статус РИП или авторской, соответственно, мы взаимодействуем через секретаря Республиканского экспертного совета с экспертным, по сути, сообществом. О технологии, собственно, представления документов Светлана Семеновна сказала. Хочу обратить ваше внимание на то, что в заявке есть примечание, что помимо заявки и, собственно, материала вы должны также представить. Поэтому обратите, пожалуйста, и на этот момент. Итак, конечно же, мы хотели бы обратиться и поддержать, и я здесь поддержу Светлану Семеновну, ко всем к вам, принимайте активное участие в данном случае в разработке данных документов и подавайте в Республиканском экспертном совет для того, чтобы мы могли действительно активизировать инновационную деятельность образовательных организаций Республики Коми. Вы услышали цифру 5 образовательных организаций, то есть региональных инновационных площадок, но не стоит ее, собственно, бояться. Почему? Потому что реализация, собственно, программ была завершена по истечении основного срока. То есть, как правило, мы учитываем, какой срок предполагает непосредственно сама образовательная организация, но средний срок реализации программ региональными инновационными площадками составляет 3 года. И так получилось, что в 2021 году у нас большая часть региональных инновационных, собственно, площадок по сути, уже завершила реализацию непосредственно своих программ, уже представила соответствующие отчеты, участвовала в самых разнообразных мероприятиях, причем республиканского и иного уровня, где представляла непосредственно свой опыт. Для того, чтобы, собственно, получить этот статус, наверное, нужно начать, собственно, с внутреннего, так скажем, анализа, что именно, какой инновационный в данном случае продукт или проект может быть в свете, в том числе и современных трендов образования, реализован на базе нашей образовательной организации. Какие педагоги, может быть, достигли уже такого уровня педагогического мастерства, когда могут представить свои авторские программы? Вот именно об этом мы, конечно же, сегодня говорили.
И еще хотелось бы обратить ваше внимание на некоторые моменты, связанные с научно-методическим сопровождением региональных инновационных площадок. И на следующем слайде вы видите, опять же, ссылка на те основные документы, которые у нас в данном случае регламентируют деятельность региональных инновационных площадок. Ну, в первую очередь, это положение, которое у нас утверждает о, собственно, работе РЭС. Мы уже говорили, да, это 204 приказ от 19 июня 2017 года. И, соответственно, положение о региональной инновационной площадке на территории Республики Коми. Это приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми, также 2017 года, от 30 июня 219-П, где очень четко прописаны видовые, так скажем, характеристики всех РИПов, о которых говорила Светлана Семеновна, то есть опорно-методическая площадка, республиканская пилотная площадка и, собственно, республиканский ресурсный центр. Кроме того, нужно отметить, что в этом положении регламентировано, что научно-методическое и информационное сопровождение деятельности всех региональных инновационных площадок на территории Республики Коми осуществляет Коми Республиканский институт развития образования. Научно-методическое сопровождение деятельности региональной инновационной площадки осуществляет научный руководитель или консультант, который утверждается непосредственно приказом соответствующим, и образовательная организация, который был присвоен статус региональной инновационной площадки, непосредственно знакомится с тем руководителем, который был закреплен, и, естественно, он подбирается по совпадению профессиональных, научных интересов и самой образовательной организации, и возможностей непосредственно самого консультанта или научного руководителя, могущего оказать, собственно, не только сопровождение, но и помощь в реализации, может быть, программы. Хочу обратить ваше внимание, да, что это не просто участие в реализации, а именно сопровождение деятельности, да, некое такое руководство. Организации, признанные РИП, самостоятельно разрабатывают и утверждают нормативно-правовые документы об осуществлении инновационной деятельности и назначают руководителя проекта или программы уже от самой образовательной организации, где, собственно, и происходит непосредственно вот прямое контактирование научного руководителя или консультанта с представителем образовательной организации. Нужно отметить, что присвоение статуса региональной инновационной площадки не меняет, собственно, статус самой образовательной организации, поэтому здесь никаких изменений в данном случае вносить не нужно в уставные документы и прочее. Поэтому здесь просто присваивается данный статус и реализуется непосредственно сама программа. Если говорить о функциях организации оператора, то есть Института развития образования, Коми Республиканского института развития образования, то, во-первых, конечно же, он участвует в разработке проектов нормативной документации. Вы видите, что пока с 2017 года изменений у нас нет, но в перспективе они ожидаются. Во-вторых, это согласование программы мероприятий. Почему? Потому что достаточно часто региональные инновационные площадки активно принимают участие в реализации региональных программ, проектов, мероприятий в целом. И, по сути, сами принимают участие или ретранслируют свой опыт в рамках уже подобных республиканских мероприятий. Обеспечивает научно-методическое и информационное сопровождение деятельности региональных инновационных площадок, готовит итоговый отчет о деятельности региональных инновационных площадок, функционирующих в конкретный календарный год, транслирует успешный инновационный опыт посредством его диссеминации, представления на, может быть, конкурсах, печатных изданиях и так далее, формирует и пополняет банк данных РИП. У нас создана для этого интерактивная карта, где, собственно, размещены непосредственно информация, проекты и не только, да, региональных инновационных площадок, информирует общественность о реализуемых инновационных проектах, осуществляет экспертизу и публикацию инновационного опыта деятельности региональных инновационных площадок. Ну и, как вы уже поняли из выступления Светланы Семеновны, конечно же, оказывает консультационную поддержку образовательным организациям. Поэтому, если вы планируете в данном случае подать документы на присвоение статуса региональной инновационной площадки, и вам требуется в данном случае консультация, то вы можете непосредственно обращаться напрямую в центр, который сопровождает инновационную деятельность,
и, соответственно, секретарю РЭС, то есть Светлане Семеновне. Следующий слайд, пожалуйста. Информационное сопровождение региональных инновационных площадок осуществляется на сайте. Вы видите, что вы можете найти их через рубрику «Деятельность», а также в проектах. То есть, по сути, нормативно-правовая база, собственно, сами проекты, какие-то конкурсы, да, которые сопровождают деятельность РИП и материалы семинаров, вебинаров, они размещены в данной вкладке на сайте института. И вкладка «Нормативно-правовая база» как раз отражает актуальные, собственно, документы, которые могут быть использованы любой образовательной организацией, любым педагогом, претендующим на, собственно, разработку авторской программы для подготовки соответствующих документов и направления их уже в Республиканский экспертный совет, в частности, к секретарю Республиканского экспертного совета. И дальше, вот здесь хотелось бы мне обратить ваше внимание на то, что данные приоритетные направления инновационного развития системы развития образования Республики Коми были обозначены в 2017 году, но они не потеряли, по сути, своей актуальности в настоящий момент, хотя мы с вами понимаем, что существует ряд других документов, например, стратегических, связанных с развитием в целом нашей страны там, до 2036 года и не только. Поэтому, ориентируясь на данные приоритетные направления, ориентируясь на те ожидания общества, которые в настоящий момент уже сформулированы в ряде документов, вы можете как раз выйти на подготовку данной программы, данного проекта и так далее. Позволю себе остановиться на этих направлениях. Во-первых, это система воспитания, ценностно-смысловой подход, модели, технологии, активные формы и так далее. В том числе имеется в виду духовно-нравственное, гражданское, патриотическое воспитание, развитие кадетского образования. Буквально недавно мы с вами понимаем, что закончился форум классных руководителей, и в целом воспитанию сейчас отдается приоритетная цель. Поэтому в этой области нужно отметить, что исследований в первую очередь было не так много, и они требуют, конечно же, своего дальнейшего развития. Приоритетные направления вы отчасти видите, и поэтому если образовательная организация в этом отношении будет представлять инновационный опыт, это в целом будет, конечно же, стимулировать развитие воспитательной системы на уровне самой образовательной организации, может быть, муниципалитета и даже нашего субъекта. Техносфера современной образовательной организации, то есть это работа внутри информационных систем, моделей взаимосвязи, технокласс, робототехника и так далее. То есть в первую очередь это связано с цифровизацией образования, то есть здесь в этом отношении можно поставить не точку, а и так далее, и другое. И поэтому в этом отношении вы можете быть, так скажем, пионерами в использовании самых разнообразных приемов, технологий и так далее. Это система профильного обучения в связи с, опять же, активизацией профориентационной деятельности образовательных организаций и так далее. И поэтому здесь также модели, формы взаимодействия, технологии и так далее. Профильное, предпрофильное обучение по предметам, по сути, тоже становится предметом интереса и инновационного поиска образовательных организаций республики. Модернизация содержания и технологий преподавания предметов и в целом предметных областей и дисциплин. В общем, у нас нашу презентацию выбило, поэтому, уважаемые коллеги, да, если есть еще проблемы, есть. Да, спасибо, Ради Хамитович, что вы вместе с нами. Спасибо. Спасибо, коллеги. Да. И еще вот относительно этого слайда, да, то есть система оценки качества образования, организация обучения детей с особыми образовательными потребностями, этнокультурное содержание образования и подготовка кадров по международным непосредственно стандартам.
данные направления остаются для нашей системы образования актуальными, и поэтому в этом контексте вы можете как раз создавать свои инновационные продукты. Хочу сразу отметить, что те 5 РИПов, о которых говорила Светлана Семеновна, как раз в настоящий момент у нас связаны как раз с реализацией, в частности, инженерно-технического образования детей, подростков и молодежи, этнокультурного содержания образования и так далее. Поэтому мы в рамках данных непосредственно направлений предлагаем вам присоединиться к тем образовательным организациям, которые осуществляют инновационную деятельность в нашей системе и, соответственно, быть, возможно, первооткрывателями какого-то уникального непосредственно опыта. Ну, а далее на слайде некоторые мероприятия, которые состоялись уже и прошли. Мы уже проводили подобный семинар в самом начале года для образовательных организаций, которые претендуют на статус РИП. У нас уже в рамках образовательного форума прошел онлайн-фестиваль РИП и опорных школ Республики Коми. Мы также в течение года, в данном случае при поступающих вопросах, запросах, заявках осуществляли консультирование. Ну и нужно отметить, что на следующей неделе, 18 октября, в понедельник, также в это время, в 3 часа дня, у нас состоится вебинар с руководителями действующих региональных инновационных площадок, и уже которые завершили свое непосредственное функционирование в 2021 году. И также тех, кто желает в данном случае присоединиться к данному вебинару, мы также приглашаем их принять участие в обсуждении уже тех, по сути, предложений и решений, которые касались непосредственно обновления модели организации инновационной деятельности образовательных организаций Республики Коми, которые мы обсуждали как самостоятельно, так и в рамках конкурсного движения. И здесь хотелось бы уже прийти к каким-то новым обобщениям, так скажем, определенным новым ориентирам, на которые нам нужно будет, в общем-то, на настоящий момент сориентироваться всем. Это также будет представлен опыт, который был представлен на международных конференциях. Мы постараемся вот в этом, так скажем, ключе представить основные достижения, так скажем, и нашей системы, и, соответственно, тех перспектив, которые мы ожидаем, так скажем, в развитии инновационной деятельности образовательных организаций. Ну, а 25 октября, то есть через 2 недели, мы приглашаем всех желающих принять участие, опять же, в вебинаре, где мы, как мы все-таки надеемся, региональные инновационные площадки присоединятся к нам и поделятся в данном случае с опытом достижения, наверное, ключевой задачи, которая перед нами всеми стоит, это достижение высокого качества образования. Поэтому хотелось бы, конечно же, ознакомить вас с существующим региональным опытом, с теми тенденциями, которые на настоящий момент сложились. Ну и, конечно, нас ожидает еще итоговая конференция в рамках завершения деятельности опорных школ, то есть реализации ими этих программ, которые состоится у нас в конце года. Поэтому мы также приглашаем вас принять активное участие в этих мероприятиях. Поэтому следите, пожалуйста, за всеми объявлениями. Я думаю, что вы сможете с легкостью присоединиться к ним, как в офлайн режиме, конечно, при определенных ограничениях, но чаще всего мы уже мероприятия проводим в гибридном режиме, то есть в том числе и онлайн. Уважаемые коллеги, резюмируя, еще раз хочу обратить ваше внимание, что вы можете обращаться, и на последнем слайде как раз у нас представлена информация, к секретарю Республиканского экспертного совета и непосредственно к контактным лицам, которые сопровождают инновационную деятельность образовательных организаций Центра, в частности, по вопросам, связанным с присвоением статуса региональной инновационной площадки образовательным организациям, по вопросам, в частности, присвоения статуса авторской программы. Как уже призвала вас Светлана Семеновна, как раз вы можете стать в этом отношении более активными, поскольку мы действительно хотим, чтобы образовательные организации Республики Коми вошли скажем, вот в это направление деятельности массово и, конечно же, развивали нашу систему в целом, которую мы могли бы в данном случае представлять и обсуждать не только на уровне нашего субъекта, но и транслировать и на Российской Федерации. Уважаемые коллеги, если у вас есть вопросы, вы можете
их задать в чате. Если же нет, то тогда мы хотели бы завершить уже нашу сегодняшнюю встречу. Мы все благодарим вас за то, что вы нашли время присоединиться к нашему вебинару. И еще раз обращаю ваше внимание, анонсирую 2 вебинара, которые состоятся на следующей неделе и через 2 недели. Буквально завтра в новостной ленте сайта института появится информация по данному вебинару, где презентации, которые были представлены сегодня на нашем встрече, будут также представлены. Поэтому мы вас благодарим. Всего доброго. До свидания.